Пост из интернета. Недавно Майрбек Вачагаев в комментариях под своим видео на вопрос, поддерживает ли он шариат и исламское государство, ответил: «Конечно, я же мусульманин». Человек, казалось бы, грамотный, кандидат исторических наук, владеет несколькими языками, работал в руководстве Чеченской республики Ичкерия, был пресс-секретарем президента Ичкерии Аслана Масхадова, а говорит такие абсурдные вещи. Вот такие на первый взгляд интеллигентные, аккуратно одетые и четко выбритые люди не только вчера заражали радикализмом чеченскую молодежь, но и сегодня продолжают это делать своими высказываниями о необходимости строительства исламского государства и установления шариата. Если такое говорит человек, бывший соратник президента Чрия Масхадова, освобожденный из русского плена чеченским президентом за 100 тысяч американских долларов, работающий корреспондентом «Радио Свобода», говорит о необходимости строительства исламского государства, то чеченская молодежь безусловно поверит ему и будет продвигать его повестку, абсолютно не думая о последствиях для своего народа. Но Майрбек, будучи гражданином продвинутого европейского государства, активно пользуясь и наслаждаясь всеми достижениями западной цивилизации, который никогда не будет жить в той системе абсолютного бесправия каменного века, именуемой шариатом, в которой рекомендует жить чеченцам, абсолютно не заморачивается о том, чем это закончится для чеченского народа. А будучи историком, человеком с логическим складом ума, Майрбек не может не знать, что это закончится очередным имаратом, который потом перерастет в ИГИЛ во главе с каким-нибудь очередным Мавладиудуговым, другом какого-нибудь очередного русского политика Бориса Березовского, который в очередной раз поведет чеченский народ впервые в 21 веке нападать на кафиров, что станет в очередной раз прекрасной возможностью для русских заявить перед всем миром о необходимости держать в своих ежовых рукавицах кровожадных религиозных чеченских экстремистов и террористов, неспособных, будучи независимыми, сосуществовать и созидать с остальным миром.